Ассаламу алейкум. Можно, Алейкум. можно я вопрос задам один? Я не знаю, насколько он будет без какой-то предвзятости и ни в какую сторону, как бы не уклоняя, нет у меня никакого умысла там не оскорбить, не задеть никого есть. Короче, вот такой вопрос. М, Вот ситуация была, вот вы, наверное, помните, она нашумевшая достаточно, есть в видео, там показано Яндарбиев в Кремле, да, вот эта ситуация, которая была, как он себя поставил там, как он повел себя, наверное, вы все знаете, наверное, да, про эту ситуацию. Ну, как он настоял на том, чтобы Ельцин не садиться за стол в качестве подчиненного, да, там, или как-то вот так, и вынудил сесть Ельцина за стол переговоров напротив себя. Да. Короче, м, вот как бы оборачиваясь, смотря назад на эти события, как бы понимая, насколько как бы чеченский народ, будучи 1 к 150, то есть будучи с таким невероятным соотношением сил, которые историю, даже обозримой истории нельзя проследить и увидеть даже, настолько успешные есть, поэтому как бы чеченцы имеют право, да, на как бы статус самого храброго народа, потому что никто больше такого не повторил, и я вот на этом я, ну вот у меня вопрос такой, насколько было обосновано его вот это как бы настырность в том, чтобы Ельцин сел вот так, он вот так, вот насколько это было в той ситуации, будучи чеченцы, вытягивают эту войну с трудом, короче, и он вот, может быть, это не его каприз, да, там он как бы не сам от себя, как бы от своего народа, но насколько адекватно было вот его поведение вот этой ситуации. Я считаю, что чисто политически, спустя время просмотреть это, я считаю, что он как-то вот, он был некомпетентен в этом вопросе есть. Мне так показалось есть. Яндарбиев был некомпетентен. Может, он был хорошим, там, я не знаю, главой или что, я вообще не застал его, но в этом, как переговорщик в той ситуации, будучи чеченцы, в любом случае чеченцы стратегически проигрывающая сторона, они там остановили войну не за то, что русские закончились, ему загонять туда, а просто вот все сошлось вот там политически, как бы невыгода, дискредитация, критика на Западе, это то, третье, четвертое, вот все сошлось вместе, и вот он остановил войну. И Яндарбиев, будучи там, в Кремле, настаивает на такой вроде бы не категоричной ситуации, потому что его туда отправили, чтобы он или хотя бы передышку вытащил, или мир, еще лучше мир заключил. И вот насколько вот такие акции, которые вот сейчас можно посмотреть назад и подумать, насколько это было приемлемо есть. Вот как ты считаешь? Кнут-Эвент, ну, очень интересный вопрос, то есть сама подача. Я не считаю, что он не был компетентен. Э, Ну, аж смотри, вот сегодня нет Яндарбиева в живых. И, наверное, это самый яркий момент его политической деятельности, его пребывания в качестве президента Чечни, то, что он оставил, да, наследие. Мне кажется, он себя повел, во-первых, это было не наигранно, это было как бы, вот как дышать, как говорится, да, он был такой человек, я его лично знал, он иначе и не смог бы. А, Чтобы понять, насколько правомочен был его шаг, просто нужно всегда, я всегда отхожу от обратного, да, если вот, скажем, мы критикуем, что, да, так было неправильно, он подставлял серьезно, он подставлял всю группу, их могли там просто арестовать или там перебить, потому что их могли и не показать вообще, да. Э, Они могли просто исчезнуть. Шла война, ну что угодно могло случиться. И всю вот эту делегацию правительственную он подставлял действительно под удар. Ну, иначе он не мог, он был такой человек. То есть у него есть принцип, он пришел как лидер воюющего народа, который 2 года изматывает врага в партизанской войне. Россия тогда завязла действительно, вот российская армия очень сильно завязла. Они не могли найти ответ на тактику чеченцев. Но если бы не так, от обратного, что было бы тогда? Путин, то есть Ельцин уступил бы, что ли? Он Можно согласился сказать? бы на мир, он стал бы сговорчивее. У меня ответы, что нет, 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 ни то, ни третье, ни второе. На самом деле другого выбора и не было. Именно так себя должен был повести Яндарбиев, как он себя повел.
Причем, если он так себя не повел бы, его никто и не обвинил бы в трусости, да. Но вот так проявилось в нем вот это качество конаха, как говорят у чеченцев, человека, наделенного особыми мужскими качествами. Это не только как бы его смелость, но и готовность к самопожертвованию ради высоких целей. Вот это и есть конах. И чеченский народ именно таким его именно в таком качестве он готов его воспринимать как конаха. То есть дать самую высокую оценку мужчины, достойного сына своего народа, только благодаря вот таким поступкам. И он, и Джохар, и все последующие. Вот неординарная личность, такие как сам Зелимхан, они только так себя могут проявить. Это как бы мы увидели вот этот момент, но этому предшествовала вся его жизнь, борьба всей его жизни. Еще в советское время он был гоним, его старались завербовать в КГБ, когда он был участником литературного клуба, да, в университете, когда они учились в Грозном. У них был такой клуб «Хармат», где они писали патриотические стихи, ничем не мешавшие тогдашней идеологии советской, коммунистической. Просто это была любовь к родине, к отчизне, к национальным традициям, но уже это воспринималось как какой-то подвох, как какое-то влияние, может быть, западных идеологий. Они их начали прощупывать, они начали на них давить. Некоторые из этого клуба, они сломались, они поддались вот этому давлению, пошли на попятую, а Зелимхан нет, его вот это всегда так. Борьба или выявляет бойцов, или же также она выявляет и слабых людей. То есть характер у него сформировался еще в те молодые годы, когда на него шло давление от офицеров КГБ, когда ему не давали продвинуться ни по работе, ни по службе, то есть ни по литературной стезе. И на самом деле, когда мы видим какие-то личности, это же продукт его жизнедеятельности и ситуации, которая сложилась вокруг него. Если бы не было бы тех сложных времен, таких людей, наверное, и мы не узрели бы, да. Мог ли он, я понял этот вопрос, мог ли он себя повести более дипломатично? Да, мог. То есть вести ту же линию, то есть быть также на тех же позициях, не уступать, но быть более дипломатичным в высказываниях. Но на мой взгляд, он и старался, он вежливо попросил Борис Николаевич, да, кажется, Борис Николаевич, давайте мы с вами поговорим, давайте мы сядем, чтобы вот тех людей, которые окружали, могли ситуацию как бы нагнетать. Он сказал, нет, мы с тобой не равны. То есть сам тон вот этот надменный задал Ельцин, мы с тобой не равны, садись, довоевались, доигрались. Он мог себя вести дипломатично, как дипломат, но схавать, проглотить вот это унижение, инициатором которого был Ельцин, он не мог как чеченец. Если бы он пришел бы там, проглотил это и поникнул головой, вот тогда его точно чеченский народ не уважал бы. Он понимал, что он представляет народ, который воюет и 2 года выдерживает этот колоссальнейший груз вот этой войны, тяжелейшей тогда для чеченцев войны. Мне кажется, он повел себя так, как должен был повести. Было. Там ведь еще не так все просто. Наоборот, Зелимхан Няндарбиев, он был одним из умнейших политиков нашей истории. Я эту запись несколько раз пересматривал. Когда Зелимхан зашел, и он увидел эту картину, и когда Ельцин сел во глава угла, Зелимхан понял, потому что напротив него сидел вот этот Заугаев. Да. Зелимхан сказал, я пришел сюда договариваться с президентом России, он сказал. А Ельцин хотел сесть во главу угла и преподнести это так, как будто вот это доку Заугаев, там вот это Яндарби, вот это чеченцы. Кавказ, я это как бы опустил, потому что это всем известная ситуация. Да, он хотел как бы сесть во главе, и он мирит чеченцев, у них какой-то внутренний гражданский конфликт. Это субъект Российской Федерации. Вот он мирит одного представителя какой-то одной стороны и другой чеченской стороны. То есть он хотел это все выставить так.